Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Российские банки закупили более 10 тысяч банкоматов с функцией биометрии, которые планируется установить до конца 2019 года. Новые банкоматы приобрели Сбербанк и Тинькофф Банк. Пока технология распознавания лиц работает в тестовом режиме и доступна только сотрудникам банка. Однако в будущем технология позволит вообще отказаться от банковских карт. В обоих кредитных учреждениях не уточнили, когда банкоматы нового типа станут доступны массовому клиенту. Интерес к банкоматам с функцией биометрии проявили также МТС-банк, ВТБ и банк «Зенит». В МТС-банке сообщили, что в четвертом квартале 2019 года в некоторых салонах оператора установят устройство самообслуживания с возможностью биометрической идентификации для абонентов и клиентов банка. Однако сначала данные будут сверяться с паспортом. В ВТБ тестирование этой технологии планируется начать в четвертом квартале. Сдерживание розничных цен на топливо в России де-факто продолжится. Нефтяные компании продолжат добровольно придерживаться соглашения о заморозке цен вследствие негласного договора. Правительство, в свою очередь, увеличит им выплаты по демпфирующей надбавке. Если цена на топливо на АЗС и повысится, то это произойдет не раньше сентября, считают аналитики. Такой вариант возможен, если к концу лета нефтяники придут к выводу, что средств для компенсации не хватает, и для восполнения недополученных денег увеличат стоимость нефтепродуктов в опте. Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля. Срок его действия закончился 30 июня. По его условиям нефтяные компании удовлетворяли внутренний спрос на топливо, чтобы не допустить локального дефицита бензина и дизеля, что привело бы к резкому росту цен. Компании также обязались не повышать цены на бензин выше уровня инфляции. Ростелеком и Минкомсвязи предлагают снабдить 1,5 миллиона федеральных чиновников смартфонами на российской операционной системе «Аврора». Указывается, что это будет стоить около 23 миллиардов рублей из расчета, что годовой тариф на человека составит 16 тысяч рублей. На воплощение задумки Ростелеком просит 6 лет. Вице-премьер Максим Акимов уже направил предложение президенту Владимиру Путину. Представитель Минкомсвязи подтвердил, что обеспечение госслужащих смартфонами обсуждается. «Аврора» пока единственная мобильная операционная система, входящая в реестр российского софта. Она была создана на базе финской Sailfish, которой нынче владеют Ростелеком и российский бизнесмен Григорий Березкин. Запрет государственных закупок импортных вин не приведет к серьезному росту продаж у российских производителей, зато поможет улучшить их имидж и сделает им дополнительную рекламу, заявил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. С 1 июля вступил в закон запрет на закупку вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Ограничения распространяются на тихие и игристые вина, а также на ликерные и фруктовые вина. При этом ограничение не затронет алкоголь, продаваемый в магазинах и в общепите. Уточняется, что, как и раньше, закупки вина будут производиться на условиях тендера, однако конкурсные условия будут предполагать запрет на участие для иностранных производителей. В России законодательно ограничили процентную ставку по микрокредитам. С 1 июля она не может превышать 1% в день. Вступили в силу поправки в законодательство о займах, которые были приняты в декабре прошлого года. Кроме того, все платежи по кредиту теперь не могут превышать двукратный размер основного займа. В следующем году условия по микрокредитам для россиян облегчат еще больше. С 1 января 2020 года максимальный размер платежей по кредиту, включая штрафы и пени, снизится до 1,5-кратного размера основного займа. Нововведения призваны оградить россиян от чрезмерных аппетитов кредиторов в сфере микрозаймов и для снижения долговой нагрузки. По подсчетам экспертов, уже около 49 миллионов россиян живут на кредиты. Почти половина заемщиков, это 46%, в начале года получали потребительские кредиты. На этом пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.